книги моей жизни. Какие они? Как они определяют судьбу человека? Как помогают сделать выбор? Какое влияние оказывают на становление личности? Как они помогли нашему гостю найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? У нас в гостях яркий и целеустремленный молодой человек, который понял, что можно выстроить всю свою жизнь эффективно и многому научиться с нуля. В этом ему помогла книга Тимоти Ферриса «Как работать по 4 часа в неделю». Наш герой убежден, что каждый человек способен на многое, независимо от того, что на старте. У каждого есть возможность развиваться и достигать своих целей, а бесценный опыт можно получить в том числе и из книг. Всем молодым людям он советует черпать знания и опыт из книг, которые доступны в печатном и электронном виде. Знакомьтесь, общественный представитель Центрального комитета Российского союза молодежи в Чувашской республике, координатор молодежных проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» по Чувашской республике, руководитель ресурсного центра развития детских общественных объединений «Ориентир» Николай Алексеевич Жданов. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Мы очень рады вас видеть у нас в библиотеке. И мы знаем, что вы любите почитать. Мы хотели бы узнать, какие книги в вашей личной библиотеке. Но начнем, пожалуй, с того, что книги мы выбираем сами, как, собственно, своих друзей, как, собственно, свой путь в жизни. И вот интересно, такое взаимодействие, да, получается. Сначала мы выбираем книги, а потом вроде бы как книги на нас влияют тоже, да, и формируют в какой-то степени и наш внутренний мир, и нашу личность. И есть такое известное выражение, что все мы родом из детства. В детстве, конечно же, тоже что-то уже проявляется, какие-то черты характера. Очень интересно, вот, где прошло ваше детство, какие вы вынесли впечатления, может быть, из вашего детства. Расскажите об этом немного. Жил я в Маргаушском районе, село Большой Сундырь, сельская школа у нас. И в школьные годы тяга к чтению у меня появилась примерно в 14 лет. В подростковом таком возрасте, да? Да. В тот момент я понял, что, оказывается, можно многому научиться, если как раз приобщаться к чтению и применять потом эти какие-то советы или идеи на практике, если это касается литературы по саморазвитию. До 14 лет не так активно читал. Понятно, что у нас была школьная программа, но при этом все равно другие увлечения, больше хочется поиграть с друзьями, погулять на улице и так далее. Но когда я начал читать свою первую книгу... Какая это книга была? Она, кстати, здесь есть. Это как раз книга Тимоти Ферриса «4-часовая рабочая неделя. Как работать по 4 часа в неделю». Я ее, кстати, не дочитал в тот момент. Она о том, что человек работает на обычной работе, но в какой-то момент понял, что хочет жить по-другому, начал открывать свое собственное дело и начал путешествовать. Я понял, что я тоже хочу путешествовать, зарабатывать хорошо. Задал тогда себе вопрос, что мне для этого нужно, и понял, что нужно развиваться, работать над собой, в том числе читать литературу и применять потом это все на практике. Ее не дочитал, но понял, что хочу этим все заниматься. То есть вы почерпнули из нее все-таки какой-то опыт и какое-то направление для дальнейшего развития, для дальнейшего движения. Да, там были советы по тайм-менеджменту. Кстати, потом с 2018 года я начал проводить мастер-классы по тайм-менеджменту. Как раз это был первый мастер-класс для студентов, потом для школьников начал продолжать.
А вот следующая за ней книга была уже книга, тоже, которая здесь есть, «Богатый папа, бедный папа». Ну да, это которая, была известная книга. Да, о финансовой грамотности, о саморазвитии, о предпринимательстве. Но, кстати, что интересно, много людей, которые занимаются саморазвитием, начинают, можно сказать, с нее. Я помню, в 10 классе своему другу, товарищу по спорту, тоже посоветовал прочитать ее. Он не увлекался литературой. После этого он начал читать больше, чем я. Очень загорелся этим. Поэтому я думаю, что подобные книги они тоже открывают путь. Вот мне всегда интересно, вот такие книги по личностному росту, они вот все правильные. Там такие советы все правильные. И вот и сколько людей, миллионами их читают, но почему-то миллионеров у нас не так много в списке Форбса. Как вы думаете, почему все-таки чего-то еще не хватает, видимо, да? То есть не просто теорию получить же можно из книги, мы получаем какую-то теорию, какое-то направление, но дальше, видимо, что-то тоже нужно делать. Тут у меня есть тоже хорошее мнение на этот счет. Мне кажется, что я сам прочитал подобных книг огромное количество, даже больше, чем нужно, мне кажется. Всего около 300 книг, ну, примерно, по моим таким примерным подсчетам прочитано. В основном это книги по саморазвитию как раз. И где-то книги примерно на 150-й, на 200-й, несмотря на то, что параллельно занимался саморазвитием, все равно понимал, что что-то я уже видел, что-то повторяется да, уже. огромное количество информации повторяется. И, в принципе, достаточно базы 20-30 книг, чтобы какие-то общие советы понять. Ну, по любой тематике, пусть это управление временем или что-то еще. Конечно, для того, чтобы это все работало, нужно применять на практике. Вот я скажу пример. Последние 2 книги, которые я сейчас читаю, более вдумчиво, медленно, может быть, но стараюсь применять в жизни, на практике. И одна из книг – это «Теория невероятности», автор Татьяна Мужицкая. И там описывается о мечтах, о желаниях и так далее. Почему люди достигают или не достигают целей. Одна из целей, я поделюсь тоже, да, одна из целей у меня была до конца этого года посетить Венецию, вот такая мечта с детства. Но пока из-за эпидситуации Италия закрыта, и я как-то отбрасывал уже эту мысль, но при прочтении я понимаю то, что не обязательно же прям Италию, Венецию и так далее. Да, конечно. У нас же ограничения в голове, за рубежом я никогда не был. Но очень хочется путешествовать. И я подумал, куда я могу поехать? И решил отправиться на Кипр на день рождения. Шикарно. Билеты уже куплены, там у меня сестра живет, и, соответственно, будет готова принять. Так что... То есть вы эту мечту реализовали? Реализую в начале да. декабря. То есть уже можно сказать, что шаги все к этому уже сделаны. Да, и я убежден в том, что если бы я не начал читать эту книгу, то, соответственно, на Кипре я бы не оказался, мне кажется, в этом году точно. То есть, в любом случае, что бы мы ни читали, нужно применять на практике какие-то шаги. То есть нужно что-то сделать еще. Хотя бы, как говорят, лечь в направлении своей цели, да, если не можешь двигаться. А вот еще интересно, смотрите, вы говорили, что читаете много книг по личностному росту. Ну вот перефразирую известное выражение, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. То есть мы можем как-то, наверное, сформировать уже представление о вашей личности. Вы такой достаточно активную жизненную позицию занимаете. Расскажите, чем вы занимаетесь, и куда вы стремитесь, и, может быть, какие-то сейчас у вас уже есть проекты, планы. Сейчас я являюсь студентом магистратуры 1-го курса, учусь в Чувашском госуниверситете, являюсь руководителем регионального отделения Российского союза молодежи, также руководителем молодежного направления молодежки Общероссийского народного фронта, ресурсного центра «Ориентир», этого российского движения школьников. И мы создали в этом году, я говорил о том, что провожу тренинги, мы создали в этом году первый в регионе тренинговый центр молодежный для подготовки тренеров, которые обучают студентов и школьников в неформальном образовании. Занимаюсь молодежными проектами, молодежными мероприятиями. Буквально 2 недели назад мы провели
ученик года, это конкурс среди лучших учеников. Школьников? Да, среди школьников впервые в Чувашии. А в чем они лучше должны быть в учебе? Учеба – это один из элементов, как этап портфолио. Также есть еще дебаты, выступления. То есть этот человек должен быть с активной гражданской позицией, уметь выступать, быть лидером. То есть лидеры все-таки, да? Да. И буквально двое из них точно. И мы стараемся от нашего региона еще подать заявки, отправиться на федеральный этап, представлять Чувашию. Здорово, очень В хорошо. общем, занимаемся молодежной деятельностью и стараемся. Кстати, один из ключевых посылов, если у нас в регионе, даже не так, у нас в Чебоксарах с молодежной политикой все отлично, на мой взгляд. Много возможностей для молодежи за счет СУЗов, за счет вузов. Я сам, будучи студентом, посетил огромное количество событий, территории, смыслов, Иволга, Таврида, и все это. Я сам из деревни и выезжал в такие разные места как раз-таки с помощью То есть поддержки. даже сельские молодые люди имеют возможность принять участие в таких форумах? Да, и даже больше скажу, мы вчера были в Мургаушском районе, в селе Акрамово. Это очень известная школа, на самом деле, там, несмотря на то, что там учатся 65 школьников, ребята там выезжают на всероссийские мероприятия, потому что используют возможности российского движения школьников и посещают разные места. И ребята там очень активные. Это что-то с чем-то, и мы там как раз в Мургаушскую местную организацию Российского союза молодежи базируем. Интересно. Так что возможностей, я думаю, у сельской молодежи тоже много, но это направление нужно развивать. И как раз таки мы, как Российский союз молодежи, постараемся сделать так, чтобы возможности было еще больше для молодежи в муниципалитете, потому что по себе знаю, что это необходимо. Ну, здорово, да, конечно. У меня в связи с этим вот такой вопрос. Как вот на ваш взгляд, молодые люди сейчас стремятся к получению знаний? Читают ли они книги? Если читают, то какие книги читают? Бумажные, либо какие-то другие варианты получения информации они используют? И еще хотелось бы вот у вас узнать, может быть, у вас есть какое-то оригинальное мнение на этот счет, чем бы могла библиотека привлечь молодых людей? Как бы могла библиотека использовать свои возможности тоже для того, чтобы помочь молодым людям как-то определиться с направлением развития в жизни? Отвечая на первый вопрос, я убежден в том, что саморазвитие становится популярным. Саморазвитие, на самом деле, это же не обязательно про вот эту литературу. Да, конечно. В окружении у меня огромное количество людей, которые читают художественную литературу. Это я больше фанат такой полезной, практичной литературы. Но, кстати, я начинаю читать художественную тоже. Последняя книга — это «Дюна» была, буквально на прошлой неделе дочитал. Тоже это позволяет как-то представлять себе. Ну да, развивает, конечно же. А не просто теорию, Да. применение к практике, это все равно расширяет как-то сознание. Поэтому я думаю, что в целом молодежь все больше начинает читать. Мы тут прекрасно понимаем, что у нас появляются электронные книги, и бумажные становятся, возможно, менее популярны, но я думаю, суть и цель библиотек не в том, чтобы предоставлять только бумажную литературу, Да, как раз таки вообще в целом приобщать к чтению, к чему-то полезному. Я думаю, что нужно осваивать вот эти форматы, те же социальные сети, придумывать что-то такое, что привлекало бы молодежь, то есть не опускать вот этот век, считать, что все, у нас только книги и больше нам ничего не надо, и принимать это так. Но я думаю, Национальная библиотека правильно работает в этом направлении, и молодежь привлекает. Спасибо. Мы стараемся, на самом деле, использовать новые формы работы. Да, и у нас клубы есть по интересам. Молодежь сама что-то вот инициирует, какие-то встречи, какие-то обсуждения. Да, вот, кстати, это интересно. тоже скажу. Мы как раз первые в республике провели школу тренеров собственными силами, первые образовательные интенсивы подобного формата для подготовки тренеров по неформальному образованию. И как раз и первую
Да, вот первую школу тренеров мы провели на базе национальной библиотеки. Ну, вот видите, здорово. Поэтому я думаю, подобные форматы тоже нужны для привлечения молодежи. Все равно это приобщает. Но, конечно, я могу сказать по себе, я больше привык информацию воспринимать на слух, тем не менее, и читаю, То есть печатаю. аудиокниги вы тоже используете, да? Даже больше скажу, в основном у меня сейчас идут аудиокниги, купил подписку на год. И Ну, у нас тоже есть хороший фонд аудиокниг, мы тоже этот формат используем. Вот как раз хотела вас спросить, а электронные книги, вы как к ним относитесь? Они удобны для вас? Или вы все-таки, вот аудиокниги вы сказали, что да, предпочтительнее, но если взять, например, бумажную книгу, электронную, какую-то разницу вы чувствуете, что для вас важнее? я скажу так, электронную книгу я покупал сам. До этого я читал в телефоне, ну, вы знаете, телефон Да. портит зрение, улучшает. Читал с компьютера тоже, но это тоже не очень хорошо для глаз. Но почему молодежь это делает? Очень простой ответ, потому что это дешевле. И удобнее, наверное, да? Насчет удобства не знаю, почти все поголовно говорят, что печатные книги им нравятся, вот именно потому что их можно Тактильно, да, ощутить, Да, перелистать, чуть там, так запах, далее, да. Это приятно, все равно другие ощущения. Но, тем не менее, молодежь почему берет электронные какие-то форматы? Просто потому что это дешевле. Чем купить книгу? Чем купить, В да. библиотеке можно взять ее бесплатно. Кстати, может быть, это одна из проблем. Молодежь должна об этом знать. И чтобы у них четко было, что я могу пойти в библиотеку да, и взять книгу, и не просто книги там, русской классики или там, зарубежной классики, которая давно написана, а чтобы там были новинки действительно, чтобы это была актуальная литература. Я думаю, что тогда, если это понимание будет у многих, потому что то, что я вижу сейчас, все равно это не так явно. То есть у людей, если я хочу прочитать книгу, я либо скачаю ее в интернете, либо пойду в магазин куплю. Но редко доходит идея. Вот мы будем с вами продвигать эту идею среди молодежи, да, чтобы библиотека все-таки была популярнее у молодых людей. А вот сейчас вы как студент, вам же, наверное, тоже приходится много читать? Вы уже читаете, наверное, только учебную литературу, то, что вам нужно в связи с вашей профессией в будущем? Очень интересно получилось, кстати, когда я поступил в магистратуру, для вступительных экзаменов мы тоже изучали статьи, готовились к вопросам. И у меня направление – это управление качеством, это повышение производительности предприятия, чтобы предприятия качественную продукцию выдавали стандарты ISO и так далее. И есть премия в Японии по качеству Деминга, Эдварда Деминга. И я не знал, что это такое, кто это, что это за человек, почему в честь него сделали премию, начал изучать информацию, узнал, что это один из прародителей как раз-таки в области качества. И параллельно я также занимался саморазвитием, читал литературу, которая нужна мне в данный момент. И что интересно, в этом списке литературы попала книга Эдварда Деминга как раз по повышению качества системы работы организации. И поскольку мы сами работаем хоть и в коммерческой деятельности, но принципы на самом деле похожи, что коммерческое предприятие, что некоммерческое, управленческие структуры, они похожи. И очень забавно получилось так, что я сам в своем хобби дошел до книг, которые мне нужны по моей профессии. Это удивительно. А если вкратце, что нужно для того, чтобы качественно работало предприятие? Ну, какие-то 2-3 основных пункта. Чтобы качественно работало, я думаю, что там принципов много, но я могу говорить по общественной деятельности, например. Зачастую, аналогию можно будет провести, зачастую те же мероприятия, которые проводятся, они порой проводятся просто для галочки в этой степени, потому что либо сверху просят, либо просто по традиции, но просто формально провести, чтобы либо от региона было закрыто, либо от организации. На мой взгляд, самое
главное это делать с душой, то есть вкладываться в то, что делаешь. И самому, наверное, гореть этой идеей, чтобы смысл зажечь, да? У нас, например, те проекты, которые мы берем, которые сами реализовываем, пока мы работаем на грантовую поддержку, у нас есть гранты по школе краеведения, внутренний грант. Как раз по неформальному образованию у нас девочка, руководитель тренингового центра, выиграла грант на проведение такого образовательного интенсива. Это первый грант по неформальному образованию Рамиля Нурбаянова. И тем не менее, первая школа тренеров, вторая школа тренеров, ученик года, все это мы проводим на собственные средства. И, естественно, когда ты вкладываешь что-то свое, не хочется это делать просто так, спустя руку. Да, с отдачей какой-то, да? Конечно. Хочется, чтобы результат. Чтобы ребятам нравилось, чтобы они получали от этого максимум пользы. И стараешься в это вложить душу, ребята в это вкладываются, и получается что-то очень приятное. Там ученики года, они до сих пор, например, общаются между собой. Ну, это уже, наверное, команда лидеров какая-то, да, будущее, которая вам, наверное, будет наступать. Определенно, и это здорово. Да, это здорово. Я считаю, что все-таки преемственность должна быть, да, какая-то вот такая. Не просто одно поколение лидеров ушло, и за ними следом должны идти еще. Ну и чтобы вопрос не остался без ответа, по предприятиям, соответственно, я думаю, что аналогично. Работники там тоже могут делать это для галочки в какой-то степени, на какой-то брак закрывать глаза, пропускать вперед, чтобы показатели там были впереди. Но работая на качество, делая все с душой, продумывая какие-то моменты, прям снизу, с рабочего места, грубо говоря, можно очень много изменить. Я думаю, что устремленность на это, она в этом поможет. Хорошо, здорово. Вот у меня еще такой вопрос к вам. А вот вы много очень прочитали книг, то есть вы теорию как-то уже довольно хорошо освоили, вы сейчас на практике применяете свои знания, а нет ли у вас такой мысли или такой идеи самому написать какую-то книгу, основываясь уже на своем личном опыте? Мне сейчас 22 года. Я думаю, сколько бы опыта нельзя было набрать к этому времени, этого еще маловато, да. Есть чему учиться, но такая мысль есть. Все равно мы транслируем знания молодежи, и не обязательно же переживать все на своем собственном опыте. Да, Каждому человеку можно же черпать этот опыт из книг в том числе. Это же намного быстрее. Да, конечно, эффективнее. И я думаю, что молодежным языком от молодежи к молодежи тоже можно писать литературу, которая бы помогла. Я думаю, что в этом будет отличие, меньше канцеляризма такого, и это будет иметь какой-то интерес. Так что в планах есть, я даже начал писать. Вот, это хорошо. Будем стараться, но надеюсь, в течение нескольких лет получится написать. Ну, вообще, ведь этот опыт, он не обязательно такой должен быть масштабный, эпохальный, еще какой-то. Сейчас ведь довольно быстро все меняется. То есть он, может быть, этот опыт вам нужен будет сейчас еще лет 10, а потом уже, может быть, совершенно другое поколение будет пользоваться совершенно другим опытом, читать другие книги. А какие вы сейчас книги читаете? Что у вас на столе? Сейчас у меня 2 книги на прочтение. Одна — это как раз, о которой говорил, «Теория невероятности», о желаниях, о целях, потому что впереди день рождения, впереди Новый год. Это то время, когда мы ставим себе цели, думаем о будущем, что-то желаем. И я думаю, любая литература, она должна быть применима непосредственно в ближайшее время. То есть, чтобы ты мог ее применить в относительно короткой перспективе. И вторая книга — это «Никогда не ешьте в одиночку», посоветовал ее тоже один лидер, молодой человек Павел Васильев. И она очень сильно повлияла тоже. Интересно. На жизнь, несмотря на то, что я ее читаю только сейчас, буквально там половину, может быть, прочитал, тем не менее, в молодежной деятельности огромное количество знакомств. Там 1000 ребят из разных регионов. И
это активные лидеры, у которых тоже большое количество своих знакомств. Да. И вот эта книга «Никогда не ешьте в одиночку», она тоже о нетворкинге, о связях, знакомствах, как поддерживать правильные взаимоотношения, не стесняться, может быть, использовать это и так далее. И там один из примеров был, что люди зачастую, зная каких-то других людей, редко обращаются за помощью к ним, потому что думают, что оставлю этот контакт на будущее. То есть сейчас я не хочу тратить на вот эту просьбу. Эту опцию. Ну да. Помощь друга. Такой нюанс, я особо никогда об этом не Да, задумывался. интересно. Но по себе проанализировал, что у меня огромное количество таких ситуаций, когда, допустим, ко мне обращаются за помощью, и ты думаешь, стоит ли вот сейчас обращаться к другому человеку за помощью, чтобы помочь этому. Ну, такие какие-то странные Выходит, вещи. что стоит, да? Да, оказывается, для меня это стало таким открытием. Взаимоотношения, на самом деле, это как мышцы своего рода. И чем чаще вы взаимодействуете, пусть это будет просьба, Тем крепче. тем крепче, да, взаимоотношения. И когда для меня это открылось, я начал встречаться с людьми, мы там начали проводить огромное количество партнерских каких-то встреч, начал приглашать на мероприятия, просить о помощи в какой-то момент. Меня чаще начали уже просить о помощи и так далее. Вообще это интересно. То есть мы сейчас думаем, что молодежь не общается, сидят в гаджетах все, а на самом деле, оказывается, в таком общении есть необходимость. И молодежь уже начала это понимать. Ну вот какая-то часть молодежи, да? То есть все-таки общение – это самая большая роскошь. Да, человеческое общение как? Общение – это важно и то, что будет всегда, на мой взгляд, но при этом я думаю, что мир, он не черно-белый, Да, и нюансы. редко бывают крайности, поэтому убежден в том, что не вся молодежь сидит в гаджетах. Ну, это неправда. Ну, будет вы такое. еще общаетесь с определенной категорией молодежи, которая, видимо, вселяет такую уверенность в светлое будущее наше. Но при этом все равно я убежден в том, что даже если мы берем поголовно всех, я тоже был председателем студенческого совета своего факультета историко-географического, и мы пересекался со всем факультетом, со всеми ребятами, поэтому, в принципе, контингент весь знаком, менее активные, более активные, но я не сказал бы, что с молодежью все плохо, на мой взгляд, это совершенно будет не так и неправда. Скорее, век он и его особенности накладывают какие-то отпечатки, Да, скажем да. так. Новые вызовы, новые требования. Да. И человек меняется тоже. Меняется, это не страшно, просто у него появляются какие-то сильные стороны, которых не было у прошлых поколений, появляются какие-то новые слабые. Но это неплохо, это движение вперед, Да, бояться да. этого не нужно точно. Любые перемены, конечно, они несут какие-то новые возможности тоже для развития. Но в этом смысле, я так понимаю, что вы оптимист. С оптимистом смотрите в будущее. Ну, я разделяю вашу точку зрения. Ну и тогда, завершая нашу с вами беседу, давайте тогда, может быть, посоветуем молодым людям что-то прочесть, возможно, прийти к нам в библиотеку. В библиотеку обязательно нужно приходить, потому что говорят о том, что от окружения зависит много. Если вы хотите чему-то научиться, окружите себя людьми, которые это умеют. Приходя в библиотеку, вы попадете в окружение людей, которые тоже читают, и будете впитывать от них огромное количество информации и учиться, даже просто находясь в этом окружении. Поэтому чтение. Кстати, если говорить о наставничестве, многие же считают, что для того, чтобы найти наставника, нужно быть каким-то человеком с большим потенциалом или быть суперактивным. На мой взгляд, это не так. Любой человек может себе найти наставника, и самым банальным способом будет это чтение книг, потому что в книге человек вкладывает весь свой опыт, Да. и вы фактически, читая ее, тет-а-тет, общаетесь с этими людьми. С великими людьми, и прошлых Абсолютно. эпох тоже, да? Да. То есть опыт всего человечества, в общем, доступен вам в книге. Абсолютно, да. И не использовать эту возможность нельзя. Баффет читает по часу в день, как говорят. Я убежден в том, что тоже это нужно делать. Буквально коротко еще тоже скажу.
Можно же, кстати, делать это эффективнее. Вот я по себе могу сказать, я слушаю на 2х, чтобы быстрее впитывать информацию. Это не так сложно. Научился там еще где-то 14 этому, и получается довольно быстро охватывать материал, но самое главное при этом фиксировать идеи. Да. Ты можешь это быстро прочитать, но ничего не от этой получить, прочтенной, да. Но, тем не менее, я все-таки рекомендую и скорочтение тоже изучать, потому что это позволяет вам просто быстрее двигаться. Зачем ходить, когда можно бежать, грубо говоря, это вам только поможет. Кстати, я проанализировал за последние где-то с июля месяца, у меня получилось более 20 книг, и как раз получается где-то за год 50. Рекомендую же 52 книги по неделе в книге, ну, условно, такой показатель. В принципе, получается, что придерживаюсь. Несмотря на то, что большое количество книг прочитал, все равно считаю, что нужно не переставать это делать никогда, каким бы ты начитанным не был, как бы тебе это ни казалось, всегда двигаться вперед и изучать то, что тебе полезно в данный момент времени, чем ты занимаешься сейчас. Ну, возвращаясь к литературе, буквально тезисно по нескольким книгам, которые здесь представлены, я скажу. Да, хорошо. «Магия утра» — это, кстати, я скажу честно, эту книгу я не читал, но я ее обязательно прочту, но дело даже не в этом. Она в вашем списке. Она обязательных для прочтения. Но дело в том, что я применяю то, что там написано на практике, просто я это черпал где-то из статей, из других, а эти статьи, скорее всего, из подобной литературы и правильно. Я встаю каждый день в 5 часов утра, делаю вне зависимости выходной день или какой-либо другой на протяжении вот уже с 14 лет, 9-й год, там, понятно, с переменным успехом, и делаю как раз утренний ритуал, который там написано, зарядка, обязательно вода по утрам, упражнения для мозга, у меня там кубик Рубик, там различные приложения, Какая хорошая привычка. Работа на дикцию и так далее. И считаю, что это помогает очень сильно в жизни, позволяет какой-то контроль сделать. Дисциплину какую-то в свою жизнь. Да, развивать силу воли и двигаться вперед. Это очень сильно помогает, потому что у нас в жизни огромное количество меняющихся разных факторов, и нужно что-то стабильное такое. И ваше утро может быть этой стабильностью, которая вам позволит... Такой стержень. Стержень абсолютно, да, чтобы у вас ничего не сбивало с пути, вы двигались несмотря на победу, поражение и так далее. Здорово. «Лестница в небо». Но эта книга спорная, очень спорная книга о карьере, но, тем не менее, не вписать ее в этот список не мог, потому что очень сильно повлияла на мою жизнь, позволила взглянуть на какие-то привычные вещи, в частности, о команде, о карьере. С другой стороны, там на примере история много чего описано. Это одна из немногих книг, которой обращался длительное время, буквально там периодически ее пересматриваю и считаю, что для тех, кто хочет в карьере, в политике развиваться, если не обязательно прочтение, то очень будет полезно. Хотя со многими я там не согласен. «Богатый папа, бедный папа». Если вы вдруг не читали литературу вообще в теме саморазвития, то эта книга может вам открыть какие-то вещи и приобщить к подобной литературе, потому что с нее начинают многие, и она изменила, можно сказать, мою жизнь, изменила жизнь многих других людей. У вас есть возможность. 1984. Без художественной литературы на этом стенде тоже нельзя. «Антиутопия» очень интересно, всеми рекомендуется, и я тоже ее с радостью рекомендую. На всех книгах я останавливаться не буду. Да, конечно, акценты сделайте. 4-часовая рабочая неделя. Не скажу, что она очень простая. Эта книга в 14 лет мне точно такое не показалось. Но это книга о тайм-менеджменте. Мою жизнь она изменила точно. Изменила жизнь тоже многих других людей. Но первой книгой я бы, возможно, не стал ее рекомендовать. Но если вы хотите быть эффективнее, если хотите открыть свое собственное дело, потом путешествовать, то эта книга может вам расставить какие-то акценты, помочь
понять, на чем нужно сконцентрироваться. «7 навыков высокоэффективных людей» — восхитительная книга. Если бы мне сказали, что у тебя есть возможность прочитать одну книгу по саморазвитию, то я бы выбрал ее, потому что она описывает огромное количество важных, ну как огромное количество, много нюансов в ней. И вот эти 7 навыков, они помогут вам в жизни достигать любых целей, абсолютно в любом направлении. Эффективно жить. Да, эффективно жить. И счастье самое главное, потому что... Да, это важно. «Как привести дела в порядок» Дэвид Аллен. Это книга, которая расставила по полочкам тайм-менеджмент, управление временем. Она позволит вам переосмыслить вашу эффективность, то, как вы распоряжаетесь своими задачами, как вы работаете с блокнотом, ежедневником, с планированием. Даже если методику, которая там написана, полностью не применять, можно взять инструменты другие, которые подходят вам. Она изменила мой тайм-менеджмент, и я учу этому других, и считаю, что она очень вам сильно поможет быть эффективнее в жизни. И чтобы у вас не было такого, что вы сидите и вспоминаете там, за чашкой чая, что вам нужно что-то сделать. Вот после прочтения этой книги, применения на практике, у вас не будет таких надо что-то срочно что-то сделать. я забыл. Да, вы будете жить без такого сильного стресса. Да, и это же стресс. приятно будете выполнять задачи, которые перед вами стоят. На этом рекомендации я закончу. Если что, всегда можно ко мне обратиться лично, всегда открыт и порекомендовать уже другую литературу. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что она была полезной не только для нас с вами, но и для наших зрителей. Вам спасибо большое. Вот у меня такой вопрос возник. Вот эффективность, самодисциплина, ну вот какая-то такая упорядоченность в жизни, это синоним счастью? Или счастье все-таки в чем-то другом состоит? Если отвечать коротко на этот вопрос, то точно нет. Но при этом нужно понимать, что без этого быть счастливым немножко сложнее. Потому что когда вы занимаетесь распределением приоритетов, понимаете, что вам нужно, что нет, вы можете, скажем так, отсеять... Что-то ненужное, да? Да, отсеивать то, что... Или не полезное для тебя? В любом случае, чем бы вы ни занимались, нужно начинать с понимания того, что для вас важно, вот это колесо жизненного баланса. Да, обозначить себе все-таки, приоритеты. Что мне нужно в этой жизни. И цель какую-то, может быть, поставить, да? Да, понимать приоритеты в любом случае необходимо, потому что можно плыть по течению, в жизни зачастую мы такие делаем. Многие так и делают, да. Может быть, как-то доверяя сроку какому-то, стечению обстоятельств и так далее. Да, но если даже выполнить вот это упражнение «Колесо жизненного баланса», вы поймете, где можно еще усилить, так сказать, какие сферы можно усилить, какие отстают. Потому что счастье, на мой взгляд, не в концентрации в каком-то одном направлении, в карьере, только в хобби или в чем-то другом, а это комплекс баланс. такой, да? Да, и в этом сложность. На протяжении всего этого времени, что занимаюсь саморазвитием, как раз таки интересуюсь тем, как не просто быть эффективным, а получать удовольствие от того, что делаешь. Да. Потому что вся вот эта литература, которая есть, ты можешь вставать там рано утром или заниматься развитием бизнеса, карьерой, общественной деятельностью, но тут нужно понимать, зачем ты вкладываешь. То есть не превращаться в функцию какую-то, да, в робота такого, которого все делает правильно, без ошибок, эффективно и так далее. Все-таки человек имеет еще какую-то другую сторону, эмоциональную, да, и потребности другие, которые нужно тоже каким-то образом. Нужно понимать, зачем тебе это нужно, потому что это лишь инструменты для повышения эффективности. И я убежден в том, для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы быть счастливым, это же нужно достигать цели, так или иначе. Ты можешь жить без целей, но ты куда-то придешь,
но это, возможно, не то место, которое Куда ты хотел куда ты стремиться. хотел да. изначально. Поэтому, ставя цель, ты можешь эффективнее двигаться к тому, что для тебя дорого будет, и двигаться к своему счастью. Да. Ну, еще я думаю, что счастье все-таки это, наверное, сам процесс, да, это не та Конечно. цель. То есть ты идешь, и при этом ты каждый день должен ощущать, что ты идешь правильно, что ты гармонично развиваешься, что ты полноценно живешь, испытывая все эмоции, ну и так далее, используя все возможности этого мира. Потому что, да, Потому что, достигнув цели, ты ставишь следующую цель и так далее, этот процесс, в общем-то, бесконечный, по сути. что-то вроде миссии должно Да, в жизни да. быть. И, конечно, мы все находимся в разных условиях. Сейчас кто-то студент, кто-то работает, кто-то постарше, помладше. Но при этом жизнь-то она здесь сейчас, она не завтра, Да. она не вчера. И нужно быть счастливым каждый день, чем бы ты ни занимался, получать от этого удовольствие. А если ты занимаешься тем, что тебе удовольствие приносит немного, то это не приговор. Ты всегда можешь поменять направление. Никогда не поздно это сделать и двигаться вперед. И помочь в этом могут, конечно, книги, Обязательно. которые вы порекомендовали. И Спасибо не вам только. большое. Спасибо. Всего доброго.